процедура. Сколько вы сидели? Лет? 10, не, дякую Богу. Я был перший, мне пошанцевало всего 10 месяцев. Словами, може хто не ведає, розповідіть, що то голодовку протягують тримали. Як ви рот зашивали? Ну, рот Ні, рот зашивал, это по... Все ведаешь. ну, это уже на воле, в 97-м. Да, все равно. Я тримав сухую голодовку, 7,5 дней, без реально сухую, выпробовал, ведаю теперь, по крайней мере, только человек моего телоскладываемой конституции может выпробовать без воды, не только без еды. Вот. Еще зашивание рта я задумываю, что в турме, ну, але не послухавши адвоката, я это отклал на потом, на жаль, еще пришлось житялить. Я повторяю, что мне пошанцевало, другим пошанцевало. И в 97-м, когда уже пошли посадки больше, вот, еще не на такие великие термины засудживали и такой вакханалии. Но это было объективно, потому что влада займалась умацаваннем своих структур, и она еще была не готовая до того, что она выявляет теперь. Так. Больше все готово на проекту справа. Хвалиться тут не машина. Славоміра, а про турму може розповісти? Ти як турму? Ти ж був у КДБ, Володар, да? Да? Головне, що треба розуміти, що Ну, режими... люди не просто позбавлені, що я вже сказав, свободи. Просто у порівнянні з заходнеевропейским стандартом просто позбавлены человеческого уму и просто терпят деки и покупки. Разумеется. Яскравый приклад зажали в этом году недавно вынесли в суд норвежский. Ну, кто сточить за сродками масової інформації, ведає, як там демонструвалося, що камери будуть сидіти, это правильно. Человек позбавляется свободы, але не своей человеческой годности. Вот, на жаль, у нас это идея у пары. Все. Ну, все ж таки мой визави, где мою сброчную натуру крышку разбивать веселейшими текстами и музыкой. Ну,